Друзья, всем привет! Хоть первый лед нам пока что еще особо не светит, но тем не менее мы его уже ждем на низком старте, но кое-что еще надо подготовить. Все более или менее готово, но еще нужно сделать парочку киочков под самые легкие мормышки. В принципе, у меня и металлические есть, и карбоновые есть под это дело, но я в позапрошлом сезоне неплохо половил на кивки из рентгеновской пленки, и я хочу себе сделать их несколько штук, может быть, кому-то из друзей раздать. Ну, в общем, заодно покажу, как это делаю я. Без претензий на правоту, без претензий на что-либо. Просто вот как это делаю я. И это на самом деле очень-очень просто и максимально бюджет. И для этого нам понадобятся следующие вещи. Кусок рентгеновского снимка. Что есть, я так думаю, что у 99% людей дома есть старый ненужный рентгеновский снимок. Мы что-то все ломали, мы все 100% делали флюорограмму, какие-то снимки у нас все равно есть. Термоусадка двух диаметров, одна потолще, одна потоньше. Какой именно? Ну, я вам даже говорить не буду, потому что это малосущественный момент. Просто вот возьмите, грубо говоря, там где-то 4-миллиметровую и 6-миллиметровую, и будет нормально. Линейка, что-то плотное, на чем можно будет резать, бусина 3-миллиметровая и что-то для огня, то есть там зажигалка, свечка, ну и нож. У меня опять же нету ручки, никак я ее не куплю, я так привык уже работать. Итак, поехали. Это все пока в сторону. Берем снимок, он у меня уже отрезан шириной 10 миллиметров, 10 сантиметров. Кивки делаю именно такой длины. Итак, нам нужно вырезать полотно кивка на конус. То есть, ну как конус, естественно, усеченный конус. Где-то я предпочитаю делать примерно вот так. То есть, чтобы в комле он был, ну так, потолще, где-то миллиметров, наверное, 5. А на самом кончике, ну, совсем немножко, с миллиметра 3. Может даже 6. А тут, может быть, даже 2,5. Ну, в общем, вот так вот. Почему? Потому что мне так больше просто нравится. То есть я абсолютно не считаю там что-то хуже, что-то лучше, что-то правильное, что-то неправильное. Вы меня знаете. Видос вот здесь вот посмотрите, если кто не видел насчет правильных, неправильных кивков. Это лично мой такой подход. Так, ну вот где-то вот так вот на самом деле. Вот так, наверное. Вот так вот, я думаю, будет нормальненько. Острым канцелярским ножом все это делается максимально просто, без заморочек. Можно, конечно, отрезать ножницами, но если это так делается в одно движение, причем пряменько, ножницами все равно так прямо не получится. Вот получилось полотно, вот оно имеет вот такой вот изгиб. Может быть, кто-то скажет, что это неправильно, но вопрос в том, что этот материал, он очень просто ногтем выгибается вверх, и под нагрузкой становится какой вы хотите. Просто вот как вам нравится, такой он и будет. Или такой соплей, или вот такой формой. Выгнуть его сильно вверх, и под нагрузкой он станет прямым, как угодно. Это вообще каждый, как говорится, как хочет. Так, ну так, для красоты чуть-чуть здесь вот скруглим. Это опять же на работу кивка и его эффективность абсолютно не влияет. Ну, просто для удобства. Вот таким вот образом. Значит, по полотну работа еще следующая. Нужно пробить 3 отверстия. Тут, посерединке и ближе к комлю. На самом деле, вот это не особо даже и нужно. Не обязательно. То есть, его можно сделать, можно его и не делать. Но я обычно делаю, и оно нормально работает. Значит, это мы будем делать иголкой. Раскаленной иголкой. Она получается максимально просто, ровненько и эффективно. Итак, нагреваем иголку.
И проплавляем отверстие. Тут главное не обжечь пальцы, она у меня такая вот булавка, точнее, да, она вот хорошо держится. На этом пластике оно не успевает проплавиться. Опа. И вот так. Все. Все. Тушим, убираем. А можно было не тушить. Ну, тут у меня получилось не очень ровно, ну, как бы не распределенное, да. Но это тоже особой роли не играет абсолютно. Теперь мы берем и делаем, отрезаем точнее, кусок термоусадки, более толстой, примерно, ну, сантиметр, грубо говоря, ну да, где-то сантиметр. Один кусок. И еще один кусок шириной примерно 3 миллиметра. Есть. И кусок более тонкой, тоже длиной примерно сантиметр. Ну, тут больше-меньше, оно, в принципе, тоже особой роли не играет. Итак, у нас термоусадочки таких 3 куска получилось. Берем далее бусину широкенькую, то есть вот такой бочоночек. Она у нас будет играть роль пропускного кольца. Так, есть еще у меня такая штука. Он у меня символизирует кончик удочки. То есть диаметр кончика удочки у меня примерно вот такие. Там у меня идет утолщение, и вот примерно вот он выходит на вот такой вот диаметр. Тут опять же примерно, там, я не знаю, 2 миллиметра, 2,5 миллиметра. Мы им создадим как бы внутреннюю, ну, отверстие, посадочное место. Вот. То есть мы его сюда насаживаем. Крановик потушил. Вот. И мы его вот так вот аккуратненько усаживаем. Вот. Далее мы берем вот это, вставляем вот сюда. Вот это продеваем вот здесь. Вот так вот. Так, стоп. Вот так вот, раз. Ну, это можно сюда подтянуть. Ну, так как-то, в общем. Центруем. 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 Вот. Нормально. И тоже аккуратненько усаживаем. Главное, ничего не пережечь. Ну вот, чуть-чуть пережег. Но не критично. Так, вот таким вот образом. Вот здесь вот получилось небольшое оплавление. Но оно на самом деле ни на что не повлияет. Все, теперь оно застынет. Далее мы берем термоклей, кусочек термоклея от пистолетных вот этих вот стержней.
Ну, тут еще зубочистка понадобится как бы для удобства. То есть вот это вот дело мы насаживаем вот сюда. И берем буквально капельку термоклея, расплавляем и вот сюда вот ставим. Раз. И приклеиваем ее вот сюда термоклеем. Ну, это как бы приклеивание идет такое, скажем, фиксация. А дальше нам нужно следующее. Ну, либо взять большего диаметра термоусадку, либо просто взять круглогубчики и чуть-чуть ее расширить. Вот так вот. Раз. Здесь. Не получилось. Натягиваем сову на глобус немножко. Я вот сейчас делаю максимально, минимально, точнее, количеством лишних каких-то материалов. Ну, в принципе, да, это колечко, ну, вот это вот колечко захватывающее, обхватывающее, удерживающее бусину, лучше сделать немножко большего. Так, мы его немножко, тут колечко перекосилось, мы его сейчас поправим. Вот, оно нормально установилось. Проверяем соосность. И опять аккуратно высаживаем. Опять чуть-чуть прихватило. Ну, тут надо реально аккуратно делать. Вот оно чуть-чуть съехало, мы его поправим. Все. Вот такие вот дела. Так, вот. Это, конечно, неприятная штука. Но это произошло потому, что слишком яркое пламя свечи, ее надо бы подрезать. Я тут спешу, опять же. Но на самом деле на строй это никак не повлияло. Абсолютно, видите? То есть какой он должен был быть, такой он и есть. То есть здесь он более жесткий, здесь он более тонкий. И все пучком. Значит, далее. Так, заготовка готова. Теперь я ее укрепляю трехминуткой. Эпоксидкой трехминуткой. То есть проклеиваю вот эти вот все щели между бусиной и вот этой вот термоусадкой, и теми термоусадками, и полотном. Ну, то есть просто чтобы это все превратилось в абсолютно надежную конструкцию, которая ничего не сделается. Все очень просто. Как вы понимаете, тут даже показывать особо нечего, но я покажу, что так и быть. Так, берем, значит, совсем чуть-чуть. Ну, буквально со спичечную головку. Нам больше не понадобится. Так, насадим его на зубочистку. Вот. Вот. И теперь берем по чуть-чуть и вот так вот берем и прокапываем во все щели. Это будет не очень аккуратно, потому что я через камеру это делаю. Точнее, рядом с камерой. Оно кривенько-косенько получается. Ну, такое. Главное, что будет крепко. А это 100%. Я этими кивками уже ловил. У меня они на видео даже есть. Вот. Вот таким вот образом.
Со светом сегодня, блин, проблема какая-то, не могу понять. Не могу понять. Так, ну все. В принципе, вот оно высыхает, и все, и килок готов. То есть, чтобы его нагрузить меньше больше, то есть, как я уже говорил, его можно выгнуть. Ну, этот я уберу, я поставлю сушиться. Я возьму вот этот. Да? То есть, вот он. Можно так выгнуть, можно там еще сильнее выгнуть, можно здесь выгнуть. Так вот, на ноготь. Вот так вот, чтобы он при нагрузке вот так как-то работал. Вот. Ну, то есть, как угодно. Переворачивать можно, как вот Зайцев ловит, да. Это уже каждый себе выгнет вот так, как ему нравится. Вот такие вот дела. Вот этот я делал еще в том году, вот этот вот сегодняшний. Этот, конечно, более мощный получился, чем этот. Этот я делал под совсем легкие мормышки. Это, я думаю, под 0,5 вполне сойдет. 0,5, 0,6, даже 0,8. Ну, немножко будет, ну ничего страшного. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пальцы вверх-вниз. Подписка на канал. Ждем лед. Всем пока.